Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 9 сентября. Это карта дня. Все знаки зодиака смотрим. Начинаем с овнов по традиции. Четверг у нас будет 9 сентября. И мы смотрим события для овнов на этот день. Покажите мне, пожалуйста, события для овнов на четверг. 9 сентября. Так, овны, смотрим. События для вас. Месть. Первое вижу. Месть — это конфликт с кем-то. Да, желание либо возможность будет даже человеку отомстить. Сделать как-то неприятно, больно. Но я бы вам не советовала этим заниматься. Потому что вы сами можете потом же и пострадать. Так, дорога еще я вам не сказала. Дорога. Горячая любовь. Ну, видите, конфликт точно не дома. Точно не со второй половинкой. Тут вот все прекрасно. Неприятность может быть в дороге или перед дорогой. Да, вот учтите этот момент. Деловые отношения. Письмо, документ. Это может быть, кстати, билет еще. Какая-то бумага в этот день важная будет для вас. Либо нужно будет взять где-то какой-то, да, документ, бумагу, справку. Так, проверяем периметр. Здесь нет. Нет. Солнышко, радость. Довольны. В этот день вы. Здесь у нас нет картинки. Смотрим. Здесь нет, 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 нет и нет. Совпадение получается. Смотрите, первая месть. Да, конфликт с кем-то, желание поругаться, желание сделать неприятно человеку. Ну вот лучше постараться избежать этого, да, то есть никак не реагировать на скандалы, ссоры, да, тем более не мстить. Затем дорога, может быть, с любимым человеком, как вариант. Либо гармоничные отношения, может быть, встреча второй половинки, может быть, даже в дороге где-то. Неприятность. Неприятность может показывать: выехали, забыли билеты, забыли, не знаю, телефон, что-то забыли, какую-то вещь, опаздываете по времени, да, то есть попадаете в пробку, понимаете, то есть неприятность, какие-то препятствия. И раз выпадает рядом с дорогой, да, то есть тут вот нужно обязательно заранее собирайте вещи, заранее готовьтесь, да, если это у вас дорога. Тут вот что-то может в дороге возникнуть. Вернее, ну, если вы, допустим, уезжаете там с аэропорта, автостанции, откуда-то, с ЖД вокзала, то есть, чтобы туда добраться, да, будут возникать какие-то препятствия, поэтому учитывайте это. Либо в дороге вы едете на машине, да, попадаете в огромную пробку, а вам на определенное время нужно приехать, допустим, в этот день. Тоже это все нужно учитывать. Так, деловые отношения, с кем-то разговоры, общение, переговоры, документ, письмо, бумага. Получение, может быть, в этот день, да, то есть какую-то бумажку будете держать. Ну и радость. Довольны этим днем, в принципе, да, потому что события хорошие, да, вот если только получится у вас этой неприятности избежать. Ну, тут вот уже от вас, наверное, зависит. Редко бывает, да, что так складываются обстоятельства, что вы туда, ну, как бы бессильны. Но чаще все-таки это вот наши какие-то, да, недочеты, недосмотры. Поэтому будьте просто внимательны. Благодарю за внимание, овны. Переходим к тельцам. Так, тельцы. Тельцы. Смотрим события для вас. 9 сентября, четверг. Покажите мне, пожалуйста, события для тельцов. 9 сентября, четверг. Что будет у тельцов происходить в этот день?
Интимная связь. Первая выпадает. Так. Семейная жизнь. Что-то связанное с семьей, с детьми в этот день может быть. Ножницы. Решится какое-то дело. Может быть, касательно детей ваших. Что-то хотели, там, не знаю, купить, собрать какие-то документы, взять какие-то бумаги, может быть. Глубокая печаль, переживания сильные. Скользкое дело. Деньги. Ну, тут траты. Может быть, траты на детей, да, в этот день. Потому что все-таки мешочек, это не обязательно получение, там может быть и трата. И время показывает, что-то важно будет в этот день. Либо важная дата какая-то у вас, 9 сентября, либо на время. Вы должны будете куда-то попасть на время. Может быть, в школу, да, за ребенком там, или на какое-то собрание. Куда-то вам надо будет на время. И время часто показывает, что вы опаздываете, да, глубокая печаль. Переживаете, что не успеваете. Так, хорошо, смотрим периметр. Может, еще сейчас что-то тут будет. Да, смотрите, прибыль, получение денег. Я думаю, здесь получение и трата. Здесь нет. Смотрим, здесь нет. Подарок не получается зафиксировано. Нет, нет, нет. И здесь нет совпадения. Ну, у вас событий много. Интимная связь, семейная жизнь. Также получение финансов, траты, решится какое-то дело у вас. Куда-то нужно будет на определенное время, и важно будет не опоздать, будильник. Переживания, глубокие прям переживания, да, то есть это не просто, это вот прям серьезные переживания. И скользкое дело, что-то могут предложить, да, и вы можете ввязаться в эту авантюру, может быть, вот переживания уже, да, вы потом поймете, да, там через время, через несколько часов, что с этим нельзя было связываться, а уже будет поздно, да, и вот вам глубокая печаль. Поэтому вполне возможно эти события могут быть связаны. Либо опоздание, да, то есть вы опаздываете куда-то, да, может быть какой-то у ребенка праздник, утренник, не знаю, там выступление, и вы, да, вот должны были попасть и не успели, да, и глубокая печаль. То есть, ну, тут трудно сказать, это вот вам будет понятнее уже, есть дети, нет детей, то есть как вы планируете вообще этот день. Поэтому просто будьте внимательны, осторожны со скользким делом, тогда, возможно, и со временем в этот день. И тогда я думаю, что день пройдет хорошо, даже будут какие-то результаты по ножницам. Благодарю за внимание, тельцы. Переходим к близнецам. Так, близнецы. События для вас. 9 сентября, четверг. События для близнецов. Покажите мне. Девятое сентября. Близнецы. События в четверг. Близнецов. Ножницы. Решится какой-то вопрос, какое-то дело у вас в четверг. Исполнится желание. Что-то, чего давно хотели, можете себе получить, да?
Ага, смотрите, еще и якорь. Якорь — это остановка, да, то есть показывает, что точно вы доделываете, ставите точку, бросаете якорь в каком-то вопросе. Прям что-то вы доделаете. Может быть, вы даже об этом мечтали, да, вот желание. Желание — это мечта. Казенный дом. Может быть, это связано с какими-то бумажными вопросами, да, потому что казенный дом — это всякие бумажные дела. Так, хорошо, смотрим периметр. Подарок. Ну, в принципе, да, если вот так. Ну, тут может быть в подарок, в казенный дом с подарочком, да, с каким-то презентиком, чтобы точно дело решилось, да, вот надо какой-то презентик привезти. Гости не получаются. Да, вот смотрите, документ, бумага. Письмо — это документ, да, то есть это, грубо говоря, ножницами вырезали страничку из книги, да, и вот свой листик забрали из этого казенного дома. Справочка, документ, бумага какая-то. Так, хорошо, смотрим теперь здесь. Горизонтали я проверила, вертикали. Нет, 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 нет. Не вижу совпадений. Значит, получается, однозначно решается дело в казенном доме. Это госучреждение, да, то есть какая-то госструктура, налоговая, не знаю, там прокуратура, суд, полиция, это может быть государственная школа, университет, может быть, вам надо какие-то бумажки сдать, документы, что-то взять, какую-то справку, ну вот какие-то бумажные дела, где угодно, да, может быть. Скорее всего, подарок вы туда несете. Исполняется ваше желание. Может быть, вы уже давно, да, это и было вашим желанием, вот это вот решить этот вопрос бумажный. И якорь показывает, что все, точка, да, наконец-то собрали, закончили и забыли. Месть, конфликт. Может быть, я не знаю, может быть, там придется вам с кем-то немножко, да, поскандалить. Может быть, это где угодно. Какое-то вот выяснение отношений, желание даже отомстить человеку. Но вообще вот лучше этим не заниматься. Да, то есть вот этими конфликтами всеми, а тем более местью, да, возможностью как-то человеку насолить, сделать пакость, лучше вообще, да, потому что вы потом же за это и ответите, понимаете? Неважно даже, да, что перед этим он как-то вас обидел, да, или что-то сделал вам, это не важно для Вселенной, потому что там немножко по-другому все работает. Если вы причинили вред, вы должны за это ответить, независимо от того, по какой причине вы это делали, да, и что этому предшествовало. Поэтому вот лучше этого не делать. Благодарю за внимание, близнецы. Переходим к ракам. Так, раки. События для вас. 9 сентября, четверг. События для раков. События для раков. Надежда. Надежда какая-то. Будете на что-то надеяться в этот день. Гости. Свидание. У кого-то может быть свидание в гостях. Верность.
Мгм. Видите, было событие в доме, я его не заметила. То есть я впервые заметила верность. Кто заметил события в доме, у вас может проиграться событие. Поэтому очень важно, чтобы вы следили, да, за раскладкой. То есть если вы какое-то событие замечаете впервые, да, я нет, то у вас вероятность, что оно проиграется, потому что это вот вы его заметили. Так, счастье, приятная радость, приятная новость какая-то. Ну, поэтому и счастье. Очень радостное. Так, проверяем периметр. Яблочко не получается. Здесь нет. Смотрим здесь. Нет, нет. Скользкое дело нет, зафиксировано. Нет, нет и нет совпадений. Получается надежда у вас. Ну, надежда тут, не знаю, на получение хороших новостей, на то, что, да, все будет нормально в гостях, на свидание вы надеетесь. В общем, какие-то надежды у вас на этот день большие. Гости, свидания. Кто-то пойдет просто в гости, кто-то пойдет на свидание в гости, да, то есть дома какой-то ужин устраивать романтический. Верность, прекрасные отношения в паре. Кто-то, может быть, парой пойдет в гости, как вариант. Счастливы, довольны и даже, может быть, в гостях узнаете какую-то радость, да, то есть какая-то приятная, очень приятная новость, да, очень радостная, как вариант. Ну, может, конечно, у кого-то новость проиграется, да, касательно работы. Поэтому тут по-разному может быть. Ну, как вариант, да, вы можете в гостях какую-то новость узнать. Вот такой у вас прекрасный день получился, раки, в четверг. Благодарю за внимание. Переходим к львам. Так, львы. Левушки. События для вас. 9 сентября. Покажите мне, пожалуйста, события для львов на 9 сентября. Тайна какая-то. Можете узнать тайну или еще как вариант, может что-то быть закрыто для вас в этот день. Какая-то или тема, или дверь закрытая, ну что-то закрыто. Верность. Гармоничные отношения в личной жизни. Застолье. Ожидание. Ожидание. Может быть, и ждете этого застолья. Или ожидание, что-то закрыто. Да, вы, допустим, куда-то приехали закрытое, вы ожидаете, пока откроется, как вариант. Это просто вот может такое тоже быть. Так, смотрим еще. Проверяю периметр. Здесь нет, 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 нет. Ну, я больше совпадений не вижу по периметру здесь. Получается, смотрите, получается,
либо узнаете какую-то тайну, да, какую-то новость, что было от вас скрыто, да, то есть это не новость, а просто было скрыто от вас, и вот наконец-то, да, вы, скажем так, узнаете об этом, кто-то от вас что-то скрывал, или как вариант вот закрыто и ожидание, что откроется. Есть также ожидание, может быть, кто-то ждет любимого человека, верность, какое-то ожидание, где-то кого-то будете ждать, или ожидание застолья, да, вот весь день ждете с нетерпением, да, вот вечера, да, когда будет уже вот это застолье, может быть так. Но вечером однозначно будет застолье, возможно, вы даже со второй половинкой пойдете, у кого есть, да, то есть верность выпадает, очень хорошие отношения, гармоничные. Может быть, да, там как раз какой-то секретик, тайну узнаете на этом застолье. Все немножко расслабятся, да, и свои секретики пооткрывают. Поэтому так, вот такой день какой-то такой, знаете, очень расслабленный, можно сказать, нерабочий, да, почти. Благодарю за внимание. Переходим к девам. Так, девы, события для вас смотрим. 9 сентября. Так. Дева, покажите мне события для дев на 9 сентября, четверг. Ключик, девы, класс. Все двери перед вами открыты в четверг. Так, глубокая печаль. Непонятно, какие-то очень сильные переживания. Вроде как все двери открыты перед вами. Что за переживания? Непонятно. Что за причина? Дома все хорошо. Горячая любовь, да, отличные отношения. Сейчас мы посмотрим, что тут за переживания. Ну, иногда переживания глубокие бывают и без повода. Можно себе там что-то в голове надумать. И повод не нужен. Так, победа. Ну, смотрите, как здорово. Сейчас подвину, а то как-то мне мало места тут. Победа. Прекрасно. Победа. Ключ. Гармоничные отношения. Что за страдания? Он интимная связь. Посмотрите, жизнь кипит, как говорится. Тайное свидание. Ну, тут, знаете, только один вариант. Если какой-то от вас будет тайное свидание, да. Хотя нет, тут, наверное, нет, потому что все хорошо в личной жизни. Это скорее ваше свидание. Ну, может быть, не знаю, какую-то новость услышите, где-то увидите, да, вот по телевизору прям вот тронет вас до глубины души, да, вот печаль часто показывают, когда прям до слез вот как-то трогает какая-то ситуация или новость. Шарики не получаются. По горизонтали нет совпадений. Смотрим здесь. Новость. Да, вот мгновенная весть. Какая-то весть. Какая-то весть. Может быть, вот эта весть вас очень расстроит. Но я думаю, это быстро пройдет. Возможно, это не касается вас лично, да, а вот как-то либо кого-то из знакомых, либо в целом ситуации, может быть, в стране. Так, больше не вижу совпадений. Получается, у вас, смотрите, ключик, победа, да, результат, прекрасные отношения, интимная связь, свидание даже может быть в этот день, да, даже в виде сюрприза, да, то есть вы можете не знать, то есть человек мог вам какой-то сюрприз готовить, и
пригласит вас, да, вот на это свидание. И вот единственный минус, да, это глубокая печаль. Я думаю, что, может быть, она будет связана с вот этой вот новостью, которую вы получите. То есть, может быть, это даже в виде смс-ки будет. Мгновенно, то есть очень быстро, да, получили раз, где-то услышали, даже краем уха, да, пролетела какая-то информация и затронула вас. Поэтому вот единственный такой минус небольшой 9 сентября. Благодарю за внимание. Так, день очень результативный, да, вот хороший. Благодарю за внимание. Мы дальше переходим к весам. Следующие 6 знаков зодиака от весов до рыбок будут в другом видео, во второй части. Ссылка на это видео будет под этим видео в описании. Благодарю за внимание.